Третья дочка засыпала только с ним. Сейчас она не может без него засыпать. Постоянно спрашивает, где наш бабашка и когда он вернется. На что я не могу ему дать, на что я не могу ей дать ответ. Потому что я не знаю, когда вернется наш бабашка. Зі сльозами на очах дружина політв'язня Тимура Ялкабова Аліє розповідає про те, як діти чекають на свого батька. Окупанти затримали його 17 лютого цього року. Аліє згадує ранкові облави в їх оселі. Когда я их попросила, чтобы они позвали моего соседа, хоть одного, потому что у нас общий двор, и мы можем пригласить в дом понятого, чтобы как понятой человек был со двора. Они сказали, у нас есть свои понятые. Те понятые, которые пришли с ними, они сидели все это время в телефонах и ни на что не обращали внимания. Вже за традицією під час обшуку окупаційні силовики підкидають необхідні для них докази, зокрема заборонені в Росії книги. Я им сказала, что эти книги к нам не относятся. Они сказали мне, вы настолько как сказал он, вы такая наивная. Я говорю, что значит наивная? Я говорю, я же вам объясняю, что эти книги к нам никакого отношения не имеют. В чем вы обвиняете моего мужа в терроризме? Вы не нашли у нас никаких боеприпасов, никакого оружия. О каком терроризме может идти речь? В чем заключается терроризм? В двух книжках, которые вы подложили сами? Он улыбнулся и ничего мне не ответил. Окупанти закидають Тимуру Ялкабову участь у буцімто терористичній організації. С чем связываю я его арест? За его национальную и религиозную принадлежность. За его позицию. Не оставаться в стороне никогда от своего джимата, от своего народа. Всегда бежал на помощь к своему народу. Будь ли то суды, будь ли то обыски, он всегда бросал все свои дела и никогда не оставался в стороне. Всегда помогал женам политзаключенным, если это было в его силах.